Сегодня, в великий день, День матери, мы приехали в гости к семье Котогоровых, где воспитывается 21 ребенок. Спящая красавица, что ты... А куда мы лезем? Давай, ага, вылазь. Вылазь сама. Сама вылазь. Ну, она ночью что-то, видать, снилась. Скажи, что-то я плакала. Кто там тебя снимает? Скажи, с утра пораньше понять не могу, да? Ага. Все, пойдем сейчас переодеваться. Типа наше царство. Все. Это завтрак, ага. Это маленькими такими порциями мы готовим. Но приучили, каша молочная с утра постоянно. Единственная проблема, что на большую кастрюлю вечно подгорает, и поэтому варим в таком этом типа утятницы, которая, ну, по идее подгорать не должно, но все равно прилипает. Ну, это... Вот так. Фу. Так, все. Модернизировали, чтобы этих коров мыть. Обычно статика, но неудобно мне одной рукой держать эту, а другой рукой мыть. И все. Грязно. Ну, нам хватает, даже лишнее остается. Сливки делаем. Творог. Только молоко приносят. Мелкий, 2 года ему будет. Бежит, кружку достает уже. Дай пить. Ходишь, дай пить. С меня смотришь? Утром уходят тоже старшая смена, которая уходит. Утром они тоже уходят. Сами рано даже не будет. Нет. Поэтому всегда дома есть колбаса. Я знаю, что они утром встали, сами поели, спокойно ушли, без всякого. Да. Ну, а с первой смены у меня получается 9 класс, 8 класс. Ну, Никита 4, но он такой самостоятельный молодой человек. Я просто всегда знала, что будут приемные дети, а когда, ну, не знала. Дело времени, видать, пришло время, и вот в какой-то определенный момент поняли, что можно. Первый раз вообще с детьми познакомилась вот, с детского дома, с дом ребенка, это в этом, не помню, какой год был, в общем, когда мне было 14 лет. Вот. Модно же было тогда работать. И я работала, просто рядом с нами дача была, детская, дом ребенка. И я пошла туда, да, пошла туда работать. Ну и все, и как раз меня поставили на группу, где дети были так год, 2, с 2 до 3 такие, маленькие дети. Вот тогда я маме первый раз оттуда привела ребенка. Мама, давай возьмем. Ну, конечно, мама не взяла, нам двоих, нас двоих хватало. У мужа у нас это крестьянское фермерское хозяйство. Ну как, я тоже, получается, работаю дома. Мы выводим цыплят, утят, гусят, все это. Весна, осень это на продажу идет. Вечером, вот как появились коровы, так мы в 2-3 часа ложились. А так, получается, ложимся сейчас, ну, где-то до 12 пытаемся уложиться. Сколько время уже? Это обычно я у них спрашиваю, сколько время, и не знаю, скоро в школу быстренько собираемся. 12. Кушаем и собираемся. А вам не надо, сегодня выходной. А это кто у нас разлил? Вот так мы собак кормим. Да?
Да? А Лена, рот открывай рот. Вот так. Ну. Обычно поменьше были, еще Рома. Вот так. Я туда маленький один стульчик ставлю. И вот я сажусь туда и троих на шкаф сажу еще. И получается так, только раз, два, три, вот так вот всех. Лена, как вкусно. А Лана будет? Дай мне ложку. Лана что-то еще не проснулась. Открывай рот. Вот так. О, где козы большие. Это вот старшие мальчишки управляются. Регина доит старшая. Может, Гель, подожди. Времени не хватает. Катастрофически настал. Где-то здесь? Одна их это. Которые не с нами, отдельно живут. У нас внук уже есть. Внуку год и 4 месяца. Живет отдельно. Дочь тоже в порту живет. Работает в мэрии. Вот. В ДИЗу отучилась, получила высшее образование. Геля, вот так. Образование сейчас работает. Она нанянчилась, наверное, пока ей этих детей, наверное, не хочется. 7 плюс 14. Ну так. Это у нас вот птица ранняя, Лена. Она встает у нас в 8. Ну, это рано. Ну, они сегодня, я говорю, ночь мы не спали. 1, 2, 3. Сегодня ночью даже вставала, кормила их. Давай. Манька, тебе сделали уже? Ну, иди. Гель, все, иди. Никита, пусти ее. Садись. Иди, садись. Опа. Садись. Иди, будем заплетаться. Да. А что, Ланка спит еще? Вот та сегодня концерт не задала. Нет, они двойняшки. Они двойняшки. Им год. И вот, вот так я говорю, что они... А еще когда, если Лана не спит, то они еще дерутся по очереди. Ну, резинку тебе не будем делать или будем? Все равно снимешь. Да?